хақлы радио үтлегенімір. Паян, иги бинди шеремиккемеш шулхи кырлачу ойхен вунда хармаша, таллен чавашлагалажайт. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня 19 января 2022 года. Таллин говорит по-чувашски. Хаклы шиухра тада инши требурнаган индешемер-семер, тованымыр-семер, чунвали шивых шинземер. Пурнеде чунжеререн шене шул тада раштав ядебе херюллен саламлатпар. Шене шулда пурнеде ырлых сывлых, телей, яваплых, тада сваплых сунатпар. Сирен шемерсенче телелі ача шывшаве керледер, пірбірне тереклеме вайхал шидерер. Пурнаша юрадыр, уже жунба пәдемшіннеліксене кетсейлер. Шак шулдал красире хуйхи-суйхи пырсан шаптыр. Ытларах лайхибе келенмеле бұлдар. Шидес шулда көрендерегенсене кажарыр, негамада усал сунармар. Ырыдывагана мұхтар да хизепті бар. Ябахине азынмалан бұлдар. Үрри тубын зақтыдыр. Эбір вара хамыр енжен сире черетлі радио кыларым сенже, чуваш культурин тілмеле тәрлі енезімбе палаштараса, савындараса шандаратпар. Пәдемімцем пурнышланчар, шапла пулдарах. В самом начале от души поздравляем вас всех с Новым годом и с Рождеством, а также с Крещением. Надеемся, что ушедший год порадовал вас и ваших близких. Многое из задуманного успели претворить в жизнь. Пусть наступивший год тоже принесет вам удачу, радость, всего самого наилучшего. Желаем вам и вашим близким счастья, удачи, претворения в жизнь самых смелых ожиданий. А мы со своей стороны обещаем и дальше вас радовать своими рассказами об удивительных сторонах многогранной культуры чувашского народа. Откроем наши сердца для всех, кто нуждается в нашей поддержке и участии. Пусть ваши семьи проживут наступивший год в любви и согласии. Халявара хакларларма тимелеген земер, чуваш культурине палашма тұржаган земер, тада пирн раскал радиокаларма козыклаза итлеген земер. Паян и берсерімбе комылын калашма хадыр. Черетлі калармын калашу шемхене уштарма пірле пушларха. Паян да ебер сире чуваш халхен абат шимежбе малалла палаштарашын. Абат шимеж хадырлесе мен чуваш халх йыла ергизембе шиғын заданыне иртнеже калармырка ебер дингердімір. Кескен галазан паян да ебер сирімбе тутлын галажы бар. Каларма ағал жүхнехибеге хелехи хына юриземлемледеші. Візене сире итлесе келенмесін етпір. Візене Палла Юрусем Шарандараща. Дорогие наши друзья, сегодня наша передача будет посвящена повседневным, а также и праздничным традициям чувашской кухни. И, конечно, мы заглянем и в старинные рецепты. Мы с вами посмотрим, какие традиции приготовления чувашских блюд перекликаются с кухнями и традициями других народов. Сегодня у нас, говоря кратко,
Опять вкусная тема передачи, как и в прошлый раз. Надеемся, что из нашего рассказа вы обязательно найдете интересное и для себя, и для своих близких. Приходите к нам в гости, и мы сможем вам помочь освоить некоторые навыки приготовления национальных блюд. Нашу передачу, как обычно, иллюстрирует чувашская музыка. И в эфире сегодня прозвучат старинные гостевые песни, которые вы услышите в исполнении наших мастеров чувашской музыкальной культуры. Христинщин куленьки сидели пуянах пулман. Кагай узугурса нумай абада хелле хазырленя. Анжақ та шулла да тәрлі уявзен вғыдынже кагай жемелі ела ерге пулнақ. Вол ытларақ келдівас себе шығындарзадана. Халы хаба жығларақ әмірзем тұрышыбе хынықны ела ерге жинжен негеслензедана. Пірлару да хынықны еппілдері шлябада хазырлемезір юлман. Шавынбегей чываш халыхе шу цұрнымай кугыл жимешке хазырленя. Крестьянская еда не была изо дня в день очень богатой, но обязательно в ней присутствовала еда, которая давала энергию для повседневных забот. Понятно, что мясные продукты в питании не были постоянными, но они являлись обязательными компонентами праздничной и обрядовой трапезы. Национальные кушанья из мяса и с его применением имеют древнее происхождение. Об этом говорит их ритуальный характер. Мясо поедалось на жертвоприношениях в честь языческих богов и духов при совершении многих-многих обрядов. Также много готовили пирогов, которые тоже носили как обрядовый, так и обогащали пищу в любое время года. Пироги готовили с самыми разными начинками, используя очень много овощей и ягод, а также и мясные продукты. Чуста. Шуба пірлешне шынық. Она кугыл, шығыр, тада үтті кымагарап жереген абат шимешре узы кураща. Чустана жырна чухне унда шыв, шымарда, турық, шыпре, товар яраща. Шыпре чустана хабартма булышать. Пылак шимешсем жерне чухне чустана сахырба шухушаща. Чывашсем ытларах виже дәслі чуста хураща. Квас чусты, шыпре ярзап хабарна чуста. Тутлой чуста. Пазар шаприне, есыра шаприне, лепшуба ирлдереща, ынашынық палығаза ющмелардаща. Шапла туны шаприне шынетме блоштать. Чуста чересне шыв есет ярза шынетне шапребе худштармалла. Шура дулышыны хенжен шыверей чуста жырмалла. Вара ана хабарма ышы шырелартмалла. Хабарза анна чустан товар калаттармалла. Чәрі шымарта, сахар хойыры шыратты шу ехой махушмалла. Пытратмалла да юлашки шыныға хурза жырмалла. Лайх шырны чуста савыт саба тада алы жүмне шипшынмайст. Чуста лашы хыды булмалламар, вол водам шыра ек кышт шемжерек пулзанда лайық. Шырса шидерне чуста жіне шынық сапмалла да хыбарма ыжы шерел артмалла.
ватызем галадырах. Чуставал ажабек ожо юрадать. Чустах барса анма пушласанах кугыл шымахсем тумада юрать. 1 кило чустах адлеме грамм байылсен. Шына хул чыралла грамм. Сахар херах грамм. Иге шымарта шу ширым е хойма аллы грамм. Товар буны грамм. Шепре ширым грамм. Шив есет вишер миллилитр гаять. В Чувашии в большом почете разнообразная выпечка. Открытые и закрытые дрожжевые пироги, всевозможные пирожки, булочки. Не так давно этот список пополнила и пицца, которая также может быть приготовлена на дрожжевом тесте. Помимо повседневного меню, пироги входили в перечень праздничных блюд и имели сакральный смысл. К примеру, на любое празднество традиционно подавали хуплу. Для приема дорогих гостей обязательно пекли каравай. Всем известен народный обычай встречать дорогих гостей хлебом и солью, а из сдобного теста часто готовили яваджа – колобки. Важно знать, как заводить тесто на дрожжах, на воде или на молоке, на кефире или на сметане. Используя сухие или сырые дрожжи, все равно надо знать, как завести дрожжевое тесто. Приготовление теста на дрожжах имеет множество нюансов, но если знать основные приемы, тесто будет удачным, пироги будут любимым продуктом семьи. А в старину это еще был и способ узнать, какова будущая хозяйка, которая придет в дом. Поэтому на посиделках и на праздниках обращали внимание не только на то, как девушка умеет себя вести, а как выполнено ее рукоделие. Но еще внимание обращали и на приготовление еды. Особенно это касалось выпечки. Были определенные блюда, которые давали возможность определить мастерство. Это в первую очередь кабартма – хлеб, чем-то похожий на лаваш, и выпекаемый на открытом огне. Когда протапливалась печь, в первую очередь на сковороде жарили этот хлеб. И хуплу – закрытый пирог, особенность которого в том, что тесто не должно быть толстым, а начинка из картошки, мяса и лука должна быть плотной и достаточно толстой, и закладывается она в сыром виде. Важно, что начинка должна пропечься, низ пирога не остаться сырым, а верх не должен обгореть. Дрожжи могут быть как сухими, так и сырыми, прессованными, но в любом случае они должны быть свежими. Температура воды или молока для разведения дрожжей должна быть в пределах 28-36 градусов. Важный секрет воздушного пышного теста – это одинаковая теплая температура всех смешиваемых ингредиентов. Поэтому необходимо предварительно достать все продукты из холодильника. Процесс замешивания не терпит суеты, сквозняков и прочих фактов, которые способны испортить весь процесс. Перед тем, как добавить в молоко муку, необходимо просеять ее. Она должна обогатиться кислородом. И это сделает дрожжевое тесто более эластичным и нежным. Стоит добавить в него небольшое количество и растительного масла. Для получения пышных пирогов в процессе подъема теста нужно сделать несколько обминок. Посуду крышкой закрывать не нужно. Достаточно прикрыть емкость полотенцем. Масло добавлять надо только после того, как опара поднялась. А посуда для замешивания не должна быть слишком широкой, иначе тесто плохо поднимется или просто распластается по дну. При расстойке тесто должно находиться в теплом месте. Его нужно вымешивать как минимум 10-15 минут. Не нужно добавлять в тесто много муки, поскольку оно тогда плохо поднимается, и выпечка может получиться жесткой. Если же передержать тесто в тепле, пирог может оказаться кислым. Когда тесто поднялось, надо обмять его 2 раза, и на 3-й подъем уже можно начинать стряпать. Сформировав пироги или пирожки, необходимо оставить изделие для расстойки на 15-20 минут. Только после этого можно отправлять противень в духовой шкаф.
Температура выпечки напрямую зависит от сдобности. Сдобное тесто выпекается при температуре 180-200 градусов, тогда как несдобное тесто требует более высокой температуры – до 240 градусов. Начинка для пирогов может быть как предварительно обработанной, а также может использоваться и в сыром виде. Пироги могут быть как сладкие, так и соленые. Хочется здесь упомянуть очень популярный напиток чувашского народа, который называется пиво. Домашнее пиво обладает большой популярностью, которое готовят, варят до сегодняшней поры. И без этого не обходится ни один обряд. Как и в старину, эти обряды повторяются и в нынешнее время. Употребление пива как обязательного ритуального напитка на всех праздниках и угощениях нашло отражение в названиях некоторых из них, в том числе Авдан-сари, петушиное пиво по завершению полевых работ, Кандар-сари, после уборки конопли, угощение помочан, Хер-сари, девичье пиво и так далее. Из хмельных напитков известны также симпыл, медовое пиво, корчама, медовая брага, эрей, вино из березового сока, камас, кумыс. Употребление самогона вошло в быт чувашей довольно поздно, в конце XIX – начале XX века. Но пьянство в современном его понимании никогда не существовало. Любое угощение начинается с подачи ковша пива. Гостю предлагается выпить подряд 3 раза. Это предписывается традицией. В то же время этикет требовал, чтобы гость, особенно женского пола, вел себя скромно, выпивал только небольшими глотками. Пиво преподносилось пожеланием здоровья и выражением благодарности – тавсана. Гости приносили с собой на праздник кученей – гостинцы. Это был бочонок пива 3-5 литров, каравай хлеба и сыр. Характер гостинцев зависел от обстоятельств – праздника, обряда или торжества. Так у низовых чувашей по настоящее время сохранился обычай приносить на свадьбу по целому вареному гусю и хупло, а также пиво. Для повседневного потребления готовилось не крепкое пиво, а для праздников густое и крепкое. Шагынбайы берсерінбе малашниге тіл буласа шанза уйрылатпар. Есер бере ахал жүхне хибегей хонохнавығы трайтлеме бұлдарадыр. Куларыма хадырлегенесем. Ираида Захарова, тогда Ингрид Янс, саза режиссера. Ерце Бараганя, Ираида Захарова. На этом мы с вами прощаемся. Следующие передачи сможете послушать в привычное время. Передача подготовлена Ираидой Захаровой и звукорежиссером Ингрид Янс. Ведущая передачи Ираида Захарова.
Anata